Парламентские выборы, которые назначены на 24 февраля, для многих граждан нашей страны кажутся нелегким делом. И действительно, новая система голосования, 4 бюллетеня, партия и одномандатные округа. Для того, чтобы во всем этом разобраться, телекомпания АТВ проведет передачу «Дискуссия» на тему «Участвуй и выбирай. Это твое будущее». И мы пригласили гостей в нашу студию. Начальника офиса народного адвоката Гагаузии Светлану Миронову и примара муниципия Камрад Сергея Анастасова. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, действительно, 50 депутатов по партийным спискам и 51 по одномандатным округам. Светлана Андреевна, вот мы знаем, что 4 бюллетеня будет во время выборов в парламент Республики Молдова. Эти бюллетени все разных цветов. Вот с чем это связано? Какие цвета, к чему относятся? Ну, давайте определимся, что впервые в Республике Молдова будут проходить выборы по смешанной избирательной системе. Что значит смешанная? На сегодняшний момент и, по крайней мере, весь следующий созыв в парламенте будет работать 101 депутат. До сих пор, начиная с фактически начала независимости Республики Молдова, все эти 101 депутат избирались, как правило, по партийным спискам. Почему говорю как правило? Потому что независимые кандидаты, хотя и участвовали в выборах, но, к сожалению, не преодолевали избирательный барьер. Следовательно, парламент формировался именно в соответствии пропорционально тому количеству голосов, которые получала партия на парламентских выборах. Поэтому в парламент входили представители участвующих партий. На сегодняшний день эта система изменена, поэтому поделили почти наполовину. 50 депутатов будут избрано, опять же, по тому старому принципу, то есть фактически по партийному принципу. Сегодня ЦИК зарегистрировал 15 партий из 46, которые вообще зарегистрированы для участия в выборах. И есть, конечно же, определенная процедура того, каким образом, какие партии будут участвовать. Из тех партий, которые зарегистрированы вообще в Молдове, их 46 по спискам Министерства юстиции, 15 партий заявило о своем желании участвовать в парламентских выборах. Следовательно, они представляют списки тех возможных потенциальных кандидатов для занятия должности депутата парламента. 50 человек. Остальные 51 будут избраны по так называемым одномандатным избирательным округам. Вся территория Молдовы поделена, например, на равные участки, скажем так, округа, то, что называется, от каждого из которых будет избрано по одному будущему депутату народного, парламента. Значит, допустим, 11 кандидатов могут быть избраны по Кишиневу, значит, 31 по всей республике, 2, например, имеет право Гагаузия, Бельцы и левобережье Днестра, ну и 3 человека будут избраны за рубежом, от так называемой диаспоры. То есть эти округа, нарезка округов была произведена по, скажем так, уровню, количеству жителей Республики Молдова, в том числе тех наших граждан, которые зарегистрировались и проживающие за рубежом. И вот эти вот 51 человек, еще раз повторяю, будут избраны конкретно по каждому одномандатному избирательному округу. То есть получается первый, скажем так, бюллетень будет включать в себя 15 партий, которые зарегистрированы ЦИКом для участия в выборах. И вы выбираете из этого списка партий. Вы можете иметь информацию о том, кто кандидаты в каждой партии. То есть если вас интересует конкретно фамилии, предвыборные программы, это все вы можете узнать непосредственно от данных кандидатов. Первый момент. Второй бюллетень. А какого цвета? Знаете, конкретно? Не можете сказать. По-моему, еще не определенно окончательно. Значит, второй бюллетень – это будут те кандидаты, которые зарегистрированы конкретно по каждому избирательному округу в отдельности. Напоминаю, что так как это актуально для нас, Камрадский район и 2 села Чедерунского района – это 45-й избирательный округ. Чедерлунга с селами Чедерунский район плюс Вулканежский район Вулканеж – это 46-й избирательный округ. За исключением вот этих вот 2 сел, значит, Чедерлунского района. Это вот, скажем так, те бюллетени, которые конкретно касаются выборов в парламент. Дело в том, что под занавес, скажем так, парламентской сессии было принято решение также провести еще референдум. Референдум консультативный. То есть просто спрашивается мнение народа о том, какие изменения возможны, связанные с работой парламента. Ну и вот третий бюллетень будет касаться, или там будет вопрос на бюллетене, будет вписан конкретно вопрос за
то, чтобы сократить количество депутатов парламента со 101 человека до 61. Это первый вопрос. То есть избирателям дается возможность ответить два варианта. Либо за, либо против. Если вы хотите, чтобы в парламенте работало меньше депутатов, 61, то вы отвечаете за. Если вы против этого, отвечаете против. Четвертый бюллетень и следующий вопрос. За то, чтобы была возможность отзыва депутата парламента, конечно, вот из этих одномандатных избирательных округов. Опять же, если вы хотите в будущем отзывать этого депутата за определенные, например, нарушения тех обещаний, то вы говорите за, если вы против, то против. Вот эти вот 4 бюллетеня. Вот вы уже начали говорить, Сергей Ильич, вот как вы считаете, какова важность проведения вот этого референдума, что это даст гражданам? Вот именно конкретно про референдум. Ну, если говорить о правовом государстве, то, может быть, и 61 депутат – это нормально. Если говорить о неправовом государстве, то надо иметь 300 депутатов. Может быть, из них 250 должны быть неоплачиваемые, не обязательно, как у нас в муниципальном совете. У нас не все оплачиваем, никому не оплачиваем. То есть есть патриоты, народы, которые участвуют в парламенте. А, конечно, для экономии бюджета, может быть, страны, потому что содержание каждого депутата средства не маленькие. По-моему, исчисляется до миллиона ли, вместе с секретарями, с автомобилями. Ну, в этом плане как бы имеет место. Депутатам не нравится сокращение идеи. Ну, Многие. Сделаю акцент еще раз, что это консультативный референдум. То есть просто народ высказывается. Узнать мнение. Но это не обязательно станет законом. Ага. То есть для того, чтобы сократить количество, это уже следующий парламент, да, у нас просто-напросто не законодательный референдум сейчас, а консультативный. Для того, чтобы изменить количество, для того, чтобы включить, инициировать процедуру отзыва, должны быть соответствующие законодательные изменения на уровне Конституции. Для того, чтобы поменять Конституцию, необходимо 2/3 голосов депутатов парламента. Будет ли такое единство? Вопрос. после парламентских будет видно, кто с кем объединится, потому что каждая партия по отдельности не сможет никак набрать больше 51%. И там уже будет видно, какие коалиции мы увидим. Многие удивятся данным коалициям. Но сейчас, как бы, наверное, передача не об этом, а уже позже увидим. Какой процентный барьер для политических партий? Вот, есть 6%. определенный. 6% необходимо набрать не менее 6% по тому или иному политическому игроку, то есть партии, для того, чтобы иметь возможность быть включенным в состав парламента. 8% для блоков. А что касается вот одномандатных округов, независимых кандидатов? А здесь там очень как просто. процесс? Избранный будет считаться тот, кто получил большинство. Большинство голосов. Да. Но с учетом того, что, посмотрите, ну, ориентировочно так, около 60 тысяч человек примерно, где-то больше, где-то меньше, плюс-минус 10%, значит, в каждом избирательном округе, и кандидатов на сегодняшний день достаточно, да, было принято решение, что не проводится в 2 турах, а проводится достаточно 1 тура. Ну, это избранным будет считаться тот, кто наберет большинство. Это большинство может быть относительно, в том смысле, что даже 1 голоса перевеса будет достаточно. Ну и тут, конечно же, может быть и развернута достаточно серьезная острая борьба. Сергей Ильич, вот как Приморье готовится к этим выборам? У нас в муниципе 12 округов, они уже практически все готовы. Списки избирателей находятся в каждом округе. Комиссии уже мы приняли на совете, передали уже в Центральный избирком. И каждый человек, житель, может найти себя в списках уже по месту, где обычно голосуют, в каждом избирательном округе. Так мы готовы, мы понимаем, что и у нас были международные наблюдатели, не раз беседовали с примарами, они тоже нас спрашивали, какие проблемы возникают вот перед тем, как начинаются выборы, и судя и по прошлым выборам. Ну, в первую очередь, я как примар муниципальный комрад в данных выборах аполитичен, но я знаю, что каждая партия, каждый кандидат независимый должен иметь возможность доступа к общественным местам для проведения митинга или предвыборной кампании. Эти места мы определили. Это и площадь, и перед Домом культуры, это может быть и Дом культуры, это могут быть и муниципальные предприятия. То есть мы приняли решение о том, что допускать всех.
на беседу с гражданами. Потому что сегодня, пользуясь случаем о том, что я примарий, кому-либо запрещать или разрешать, это было бы неправильно. А участвовать также в предвыборной, будучи примаром, это нарушение закона. Сегодня публичная личность она не имеет права участвовать. Я могу только высказаться на выборах одним своим голосом. И очень правильно, что закон не разрешает. Ну, видимо, мы очень много нарушений по сей день, они визуальны. То есть и пакет, и использование своего админресурса, это мы видим, оно всегда у нас было здесь. Это не первые выборы, когда оно всегда используется на выборах. Но мы еще раз говорим, со стороны примарей, муниципия, совета муниципального. То есть у нас, я, по крайней мере, не замечаю сегодня ни среди советников, ни на совете, ни примарей, чтобы кто-либо занимался политикой и за кого-либо агитировал. Это мы обсудили, и в примарии каждый сотрудник имеет право высказаться только во время выборов, когда будет. А так у нас запрещено этим заниматься, тем более госслужащим. Да. Вот в избирательных округах нет изменений. 12 округов, как... Они так и остались. Участков, участки 12 вот эти, участков да, участки. так и остались. Это и в пятой школе, и завод район. И там списки все готовы. Мы года 2 занимались списками. Это секретарь совета имеет доступ к базе данных наших избирателей. Было очень много и мертвых душ. Мы их, сняли с предвыборной, так как они не могут... Это уже подготовили, Это уже да, подготовили, да, в течение нескольких лет мы этим занимались. И, может быть, не все нам удалось, но в основном мы, эту работу выполнили. Ну, какие проблемы могут возникать, это мы уже знаем, могут быть и карусели, и всякие, то есть проблемы. Но в этом году большой плюс, что и видеокамеры, насколько я знаю, что будут устанавливаться, потому что на каждом предвыборном люди сегодня... Это точно уже, да? Будут? Да, это точно, уже принято решение, да. И у нас что случалось на наших выборах, когда люди фотографировали, выходили на улицу, получали свои 300 или 400 и проголосовали. Либо карусель делали, один бюллетень каким-то образом выносился и по кругу могли пускать. Либо самое такое прописка. Ну, прописка в этом году она будет менее значима, потому что выборы идут везде, и она сложнее. Хуже, когда в одном районе идут выборы, а в втором уже закончились. И оттуда начинаются прописки. В одном доме могут и по 15 человек жить, проживать и голосовать. И это существенно менял результат. До 10% можно было. То есть, говорить о том, что за нас уже решили, это неправильно, потому что на любых выборах, которые проводятся в Республике Молдова, на разных районах, то есть в разных местах можно, то есть незаконно получить от 5 до 10%. Но никак не все 50 или 100, как у нас иногда люди обсуждают между собой, что за нас уже решили. Это неправильно. В любом случае невозможно так много набрать незаконным методом. Светлана Андреевна, вы сказали, что Гагаузия имеет 2 округа. Сколько уже зарегистрированных кандидатов по 45-му? Я думаю, что да. Я сейчас не касаюсь конкретно выборов. Нет, это должны вам дать информацию конкретно окружные избирательные советы. Поэтому не хочу называть эти цифры, дабы, скажем так, не быть обвиненной в какой-то агитации. Значит, есть уже зарегистрированные кандидаты, и, может быть, еще на днях, может быть, если не вынесли еще окончательное решение в отношении регистрации каких-то тех, кто подал документы, думаю, что уже практически все фамилии, они уже определены, и это раз. Во-вторых, они имеют право заниматься уже агитацией. Я в продолжение просто хочу отметить в отношении списков, это, да, действительно больной вопрос. Хочу напомнить просто-напросто, что на данную кампанию, парламентские выборы, списки готовятся непосредственно и распечатываются непосредственно Центральной избирательной комиссией Молдовы. А это значит, что информация берется из регистра избирателей. То есть фактически это те лица, которым исполнилось 18 лет, исполняется 18 лет на момент выборов, то есть 24 февраля, кому исполнится 18 лет, они имеют право уже выйти на избирательные участки. И те лица, которые имеют право голосовать. То есть это фактически избиратели, граждане Республики Молдова. Уже начиная, почему мы хотим, чтобы избиратели были более активны, чтобы не было каких-то неприятных сюрпризов и всего остального. Именно наши избиратели сегодня, уже начиная с 3 февраля, имеют возможность проверить
свою регистрацию как избирателя. Это можно сделать непосредственно в избирательных участках, тем более, что все привыкли, знают, где находятся. Это можно сделать онлайн, зайдя на сайт ЦИКа Республики Молдова, check.md, и там есть государственный регистр избирателей, и введя свой ИДНП, 13 цифр своего удостоверения личности, можно получить информацию, включен ли ты в список, под каким адресом, под каким номером и где находится твой избирательный участок. То есть вся эта информация автоматически выдается. Почему? Нельзя проверить абсолютно всех. Эта информация строго конфиденциальна. И все, в том числе работники избирательных органов, они должны сохранять эту конфиденциальность. И хочу предупредить всех наших будущих работников избирательных органов. Ни в коем случае не поддавайтесь на провокации. Ни в коем случае не выписывайте какую-то информацию из списков, потому что вы рискуете уголовным наказанием. Это очень и очень серьезно. Может быть, сейчас вы чего-то боитесь, но просто-напросто последствия могут быть намного жестче, чем вам сейчас говорят. Никакой информации, никакой выписки из списков быть не должно. Это самое главное. Сам избиратель, только сам избиратель подходит, узнает информацию из списка, действительно ли она соответствует действительности, мало ли, скажем так. Это очень приятное событие, когда, допустим, кто-то из супругов меняет фамилию, а в результате он уже документы получает под другой фамилией, он имеет право подойти в избирательное бюро и попросить изменения в списках, чтобы была вписана его новая фамилия, да, были внесены соответствующие изменения. Точно такие же изменения производятся и в отношении, конечно же, умерших при наличии документов. Просто так со списками никто ничего не делает. И еще раз хочу отметить, даже если вдруг в наших списках появляется кто-то умерший, это нормально, ну, в смысле, это жизнь, да, и мы можем сказать, да, почему? Потому что списки распечатываются примерно за месяц до выборов. Естественно, за этот месяц что-то происходит в нашей жизни. Кто-то уезжает насовсем и меняет гражданство, допустим. Кто-то, к сожалению, умирает. Главное, чтобы напротив этого умершего человека не появилась его подпись. В кавычках, да? Вот это главный вопрос. И естественно, что наши избиратели ни в коем случае не должны отсиживаться, ни в коем случае не должны подумать, что они наказывают власть каким-то образом. Почему? Потому что в итоге они будут сами наказаны. Объясняю почему. Потому что хочу, чтобы поняли все наши телезрители. Сейчас нет явки. То, что мы называли. Да? Кто бы ни вышел, извините, если выйдет на выборы 10 человек по Молдове, 10. Из них, допустим, 6, большинство проголосует за какого-то политического игрока, вот он будет избранным. Так что если вы хотите, чтобы действительно что-либо поменялось, вы прежде всего сами должны понимать, что эта ответственность, она лежит на вас. То есть ни в коем случае никакого бойкота, необходимо сделать свой выбор. Ну, не знаю, я ни в коем случае не хочу советовать, из каких зол выбирать меньше или больше. Это уже сам избиратель решает. Просто-напросто посмотрите, почитайте все избирательные программы, платформы каждого. Есть возможность встретиться с кандидатами. Встречайтесь, смотрите, думайте, много раз думайте, прежде чем сделать свой выбор. И этот выбор должен быть сделан только на основании своего собственного выбора. Осознание всех тех моментов, насколько этот кандидат действительно будет способен работать в парламенте. И еще раз, мы избираем парламент, а это тот орган, который создает законы, который занимается правотворчеством. Это тот орган, который пишет для нас с вами правила игры, правила жизни, да, фактически. Он не копает колодцы, он не строит дороги. Ничего этого депутаты парламента не делают. Они будут изменять какие-либо положения, которые регулируют нашу с вами жизнь. В конце концов, ту же пенсию, ту же зарплату и все остальные больные вопросы для наших избирателей. Поэтому, когда вы встречаетесь с теми или иными кандидатами, задавайте именно эти вопросы. Каким образом они будут менять эти законы? Как будет изменяться система, регулирующая нашу жизнь? Но не говорите о дорогах. Ну, еще можно добавить, в списках могут оказаться и прописанные, потому что нам часто потом приходится отправлять квитанции, налог на мусор. И уже мы не отправляем на 3, которые реально живут в доме, а может до 15 человек получить квитанции. Сумма будет значительная, и пока они выпишутся проголосуют, наверное, с другого района, выпишутся, но людям придется оплачивать. Но еще, согласно закону, если более 3 лет они там окажутся, они могут еще претендовать на жилье ваше, потому что они там прописаны.
буду доказывать о том, что они там действительно проживали. И вам придется нужно и... подумать, соглашаться ли на Да, ложную поэтому прописку, да? надо ли соглашаться на прописку у себя в доме, потому что мы сталкивались, ну, и С на тех такими, прошлых предвыборных, там, где в одном доме было и 15 человек 49. прописано, да. И 49 было, да. 49 человек. Человек было, Это да, в одном право доме, да. собственности не возникает, но просто-напросто намного сложнее потом выписать несуществующих людей. Это единственное. Да, это нужно Это- полицию писать, это нужно ходить, это очень большая, Для тяжелая- того, чтобы либо совершить прописку, либо сделать выписку, необходимо согласие всех собственников данного домовладения. И представьте себе, если кто-то из сособственников уезжает и насовсем, попытайтесь потом выписать этого человека из своего домовладения. Будет очень сложно. Но самое интересное, что даже без согласия собственника такие вещи случались. Люди даже не знали, что у них в доме кто-то прописан. У нас были очень много случаев, обращались к нам и при мэрии, в том, что у нас прописано, мы об этом даже и не знаем. И такое может быть, поэтому в списках, когда вы свои фамилии смотрите по улице, Внимательно смотреть, да. Варнинская, 20, или смотрите, кто у вас еще там рядом находится. Но есть еще и дополнительные списки, те, которые дополнительно могут быть на тех же улицах. Поэтому здесь нужно требовать, согласно в рамках закона, конечно, требовать информацию о том, что кто там есть, кого нет. Вот будут ли открыты избирательные участки за рубежом? Вот в каких странах, где, сколько? Да, открываются. Поэтому я сказала, что 3 избирательных округа сформировано за рубежом. Буквально недавно ЦИК утвердил эти избирательные участки. И вот сегодня, завтра знаю точно, что печатаются избирательные бюллетени именно для того, чтобы их доставить за рубеж. А уже, скажем так, где и сколько, это зависело в том числе от регистрации наших граждан. Почему? Потому что всех выезжающих, например, да, и в средствах массовой информации периодически проходило объявление о том, чтобы избиратели Республики Молдова, имеется в виду наши граждане, которые проживают где-то за рубежом, зарегистрировались на специальном сайте, хотят ли они принять участие в голосовании. И вот на основании этих регистраций было принято решение о формировании избирательных участков за рубежом. Это почти, скажем так, в большинстве стран, где большее количество наших жителей есть. Это и та же Канада, и США, и Франция, и Италия, где хотите. То есть наши граждане практически сегодня проживают по всему миру, и для того, чтобы обеспечить им право голоса, они могут действительно принять участие либо чаще всего избирательные участки открываются при посольствах, например, чаще всего, но, возможно, и в других местах. Мы связались с людьми за рубежом, и вот житель села Тамай будет в день выборов находиться в Москве, и вот он задал нам такой вопрос. Меня зовут Максим. Живу в России, работаю тут. У меня такой вопрос. Могу я голосовать тут и где? Вот где в Москве можно проголосовать, можно ли вообще в Москве голосовать? Кто Можно. заинтересовался. Я сейчас, конечно, не смогу сказать, допустим, не адрес ничего, но советую зайти на сайт Центральной избирательной комиссии Молдовы, check.md, или Ватяза МД, или Ligator.md, где есть список всех избирательных бюро, которые сформированы за рубежом. И он может посмотреть адрес, он может посмотреть всю информацию, которая ему необходима, и обратиться уже непосредственно в эти избирательные бюро. И вот еще один вопрос от граждан за границей. Есть ли возможность приехать в день выборов вот домой и на следующий день уехать обратно, например? Вот многие боятся именно в этот день приезжать, что не выпустят их обратно. Ну, если они находятся легально в той стране, конечно, они могут приехать и уехать, но вы имеете в виду, наверное, Российскую Федерацию, там, где люди Да, именно находились, и им обещали, это нужно уже, конечно, в других источниках изучить точный вопрос, потому что на данный вопрос нельзя точно ответить. А если так находится в рамках закона, где им положено полгода находиться с выездом, возвращением, то есть никаких проблем. Приехали, уехали. А вот если молодые люди учатся вот где-то в Кишиневе, в других городах, есть ли возможность у них там голосовать, не здесь? Значит, эта возможность, да, предоставляется уже некоторое время студентам. Они голосуют на том избирательном участке, который максимально близко находится к месту их учебы. То есть они здесь какое условие? Во-первых, конечно же, нужно показать студенческий билет, да, в котором обозначено, что они учащиеся именно такого-то, ну, допустим, там, я не знаю,
Аргеевского, там, я не знаю, какого-то колледжа, навскидку просто-напросто, не знаю, есть там колледж или нет. Значит, в этом случае они имеют право проголосовать в этом населенном пункте, но обязательно подают декларацию под личную ответственность о запрете двойного, тройного голосования, множественного голосования. То есть один избиратель, строго один голос. Он не имеет права голосовать в разных избирательных участках. И вот насколько важно, чтобы молодые люди выходили на выборы, что это может, на что это может повлиять, что это может изменить? Молодые люди, наверное, всегда думают, что это не наша работа, за нас решает. Об этом вот буквально перед этим говорил. Молодые люди в первую очередь должны выходить на выборы. Потому что у нас обычно голосует возраст 45-55. То есть этот возраст, он всегда самый активный, ну и чуть старше. А молодежь менее активная. Поэтому здесь мы призываем и просим, потому что будущее за ними. В любом случае мы живем в единой стране, и страну нужно менять к лучшему. Без нас никто его не будет менять. И тут из двух зол выбирайте лучшее. Если нет, скажем, достойного кандидата, в любом случае смотрите по истории человека, который вот избирается. Зайдите вы в историю, потому что всегда история человека, она не меняется, человек не меняется. И посмотрите на его деяния, то есть хорошие дела. То есть вот отсюда и выбирайте, но в любом случае приходите и голосуйте, потому что ваш бюллетень могут и воспользоваться. Поэтому и надо быть, во-первых, патриотом своей страны и желать чего-либо изменить и даже не пойти на выборы, то в любом случае это не патриот и нет желания данного человека что-либо изменить в стране в лучшую сторону. Я всегда говорю и нашим жителям, даже мы, находясь во власти примарии, вникайте в нашу работу. Заходите, изучайте цифры, данные берите. Никто никому не отказывает. А вот лишь бы не изучив ситуацию, не изучив человека, что-либо делать какие-то выводы, или вот я не иду на выборы, потому что там все одинаковые. Такого не бывает, чтобы были прямо все одинаковые. В любом случае. И часто даже задают вопрос, вот идут все во власть, но там же и зарплаты маленькие, там очень много проблем, но если мы родились в этой стране и живем, то в любом случае мы не всегда идем из-за зарплаты или из-за чего-то. Хотим что-либо изменить. Нам тоже нелегко в этих должностях находиться, когда страна не особо, то есть рейтинг страны по правосудию у нас сегодня, наверное, одна из не самых проблемных, рядом, наверное, с такими странами, которые находятся на африканском континенте, на других, но однако мы в любом случае как бы своими действиями, своим примером показываем, что можно по чуть-чуть менять. Поэтому молодым людям тоже нужно выходить, требовать конкретно, знать, что требуем. Не просто требовать, как говорят на государственном языке, интроюре. Нет, мы должны требовать, зная, что мы хотим требовать. Вникать, с самого себя начинать. Светлана Андреевна, почему молодежь не такая активная во время выборов? Почему они не выходят? Как их завлечь, В заинтересовать? последнее время немножечко ситуация начала Сменилась? меняться. Да. Почему? Потому что, в принципе, молодежь сейчас обучается, в том числе и партии привлекают ее для участия во всевозможных молодежных движениях. Да, это всевозможные акции. Просто, может быть, еще пока недостаточно информации для того, чтобы сделать свой вывод. И, к сожалению, не хватает того самого, пускай это, может быть, громко звучит, но это очень родное и очень близкое патриотизму. Не хватает любви к родине. Почему? Потому что если молодой человек убежден, что он буквально в ближайшие пару дней, месяцев уедет отсюда, то он и не хочет решать судьбу своей малой родины. Да? Может быть и такое объяснение. К сожалению, молодежь сегодня уезжает, и очень много уезжает. Именно, скажем так, Какое-то количество молодежи. 80 человек, 80 молодых, да. В день, да. 80 молодых человек уезжает, это очень тревожно. И до тех пор, пока мы не поймем, что именно от нас все это зависит. Не знаю, на всех встречах с людьми я всегда говорю, что ни один добрый дядя из какого-то племени Тумба-Юмба ничего не сможет для нас сделать, даже если, извините, он будет мешок с деньгами очень набитым иметь. Это все зависит только от нас. Хотим, чтобы было чисто, следовательно, мы сами не мусорим. Хотим, чтобы было соблюдалось законодательство, следовательно, мы сами его не нарушаем, прежде всего. И только тогда мы сможем предъявить требования ко всем остальным.
Точно так же и на выборах. Уже подсчитано, что каждый голос, который был действительно осуществлен, неважно, за или против, да, допустим, там, он приносит меньше зла, чем банальный необоснованный отказ от участия в выборах. То есть, да, понятно, что наши люди чаще всего голосуют ногами, в том смысле, что они не идут из-за недоверия. Но постарайтесь все-таки проанализировать абсолютно все и сделать этот выбор. Да, выбор очень тяжелый. Но дело в том, что мы выбор-то осуществляем каждый день. Что выпить, чай или кофе, например, в конце концов. Пойти одной дорогой или пойти другой дорогой, на работу даже. Точно так же, а здесь этот выбор более глобален. Почему? Потому что следующие 4 года фактически наша судьба будет зависеть от нашего выбора. Поэтому не допускайте ни активности, ни участия. Будьте более внимательны. И в конце концов сами начинайте сообщать о тех нарушениях, которые есть. Я напомню, что на этих выборах впервые будет отменен день тишины. И агитировать можно и в субботу, и в воскресенье, непосредственно перед дверьми избирательного участка. Нельзя агитировать только внутри. Но не давайте себя вводить в соблазн. Не поддавайтесь на, скажем так, этот стакан вина или там бутылку масла или пачку риса. Почему? Потому что этой бутылки масла хватит при очень большой экономии на неделю, там, полмесяца, да. А дальше? А 3 года и 364 дня, что будем делать? Всегда привожу пример, если у политика заработная плата 10 тысяч лей, то каким образом он может помогать ежедневно? Откуда, если нет ни бизнеса? Ну, другое дело, если в партии есть взносы какие-то. Ну, это все очень легко проследить. Да. Но обычно мы знаем, что по статистике нет у партии взносов, наоборот, выплачивают средства тем агитаторам, которые работают. Поэтому это подкуп избирателя, на мой взгляд. Не знаю, как в законом это разрешено. Не разрешено, ни в коем случае. Да. Поэтому сегодня я даже, находясь в функции примара, раньше часто очень приходили и просили, чтобы я прямо с кармана помог кому-либо. Но я им объяснил, что в день ко мне приходит по 5 человек за помощью. Каждый из них просит минимум 1000 лей. А у меня вся зарплата тогда составляла 5000 лей. То естественно, что 100 тысяч лей я должен угодить всем, помогать каждый день. Но при зарплате 5000 лей, каким образом это может быть? Никак. Поэтому есть нормы закона, и люди должны четко понимать, если есть бизнес у человека, если есть какие-то, он еще может помочь. Но не бывает такого, что повально по всей стране мы помогали, прямо каждому, то есть вот избирателю, чтобы он за нас голосовал это просто так. Это уже подкуп называется. Уголовным законом предусмотрена ответственность как за дачу взятки, Так так и за ее получение. Да. И сегодня предусмотрено, что тот или иной политический игрок, кандидат, допустим, может осуществлять определенные подарки, да, в виде книг, символики определенные партийные, блокноты и так далее, но на общую сумму максимум 100 леев. Почему? Потому что 2 условные единицы максимум, но только конкретно это символика, блокнотики, там календарики и вот такое, но никак не продукты питания, либо еще какие-то средства. Просто-напросто вы очень хорошо подумайте, действительно, здесь Сергей Ильич абсолютно прав. И если вы точно знаете, что у данного кандидата, что он подал, допустим, декларацию, а не все обязаны были подать декларацию об имуществе и интересах за последние 2 года, сколько они заработали. Если данный кандидат изначально вам показывает, что он, допустим, за последние 2 года получил доходов, например, 30 тысяч лей за 2 года, посчитайте, сколько это в месяц, допустим, 1000, да, с кусочком. А вы знаете прекрасно, что у этого кандидата есть чуть ли не самолеты. Космические ракеты, да, буду утрировать больше. Скажите, пожалуйста, этот кандидат за следующие 4 года, если вы его изберете, он сможет вам всем подарить по космической ракете? И куда вас отправит? Или как часто к нам обращаются, говорят: господин примар, мы за вас голосовали, дайте нам квартиру. Я говорю, у нас за меня голосовали 7000 человек, 7000 квартир у нас нету. Или помогите, или дайте мне то-то, потому что мы за вас голосовали.
Вот, Сергей с Алексеевич, как таким, будут голосовать люди с ограниченными возможностями или пожилые люди, которые не могут прийти на избирательные ну, участки? они Что с звонят этим? с урнами, их домой приезжают, люди, которые лежачие есть, их домой, комиссия приезжает, выезжает. Это как на каждых выборах. Здесь проблем нет Никаких никаких. изменений нет, да? Нет изменений Да, здесь да. нет. Нет Главное, изменений, чтобы да. было подано заявление. Да. Заявление, значит, составлено человеком, либо его представителем. Да. Это, конечно, не заявление, которое приносится пачками в избирательное бюро, а заявление написано, ну, желательно, одним человеком. Эти заявления принимаются до 18 часов субботы, то есть 23 февраля. И в день голосования заявление тоже может быть подано до 15 часов только, но при условии наличия медицинской справки, что вы действительно не можете прийти на избирательный участок. То есть, ну, по каким-то причинам, естественным, скажем так, оказались, допустим, в больнице, в этом случае вам врач лечащий даст справочку о том, что вы действительно находитесь в больнице, и вам необходимо, чтобы избирательный участок направил к вам мобильную урну. А в принципе закон требует, чтобы избирательные участки были оборудованы должным образом, чтобы человек с ограниченными возможностями сам мог попасть в помещение избирательного бюро. Но у нас, к сожалению, пока еще не все участки оборудованы так, как это... Помощь оказывается. Да, помощь и человека не оказывается. То оставляет есть, так если просто, есть то есть, желание да, избирателя, конечно. он может осуществить свое право голоса. Любой избиратель. Не возникает проблем здесь с тем, что человек должен попасть, проголосовать. В этом плане обычно никогда не возникало. Единственные проблемы были на прошлых выборах, сколько нам было известно, что, входя в дом к лицу с ограниченными возможностями, агитировали прямо там. Вот такие были моменты, которые даже были в письменной форме, где описывали случай. Это, конечно, случай, где есть прямое нарушение закона. Можно сегодня по новым законам, раньше нельзя было день до выборов, а сегодня уже разрешено. То есть даже в день выборов, но не сотрудники да, избирательных не сотрудники, они вообще не имеют права. Да. Они должны дать бюллетень и выйти из комнаты, либо минимум Да. отвернуться. То есть они ни в коем случае не должны видеть, Да. каков выбор избирателя. Я говорю, самое элементарное, что, ну, как правило, с членами избирательных органов мы когда едут сейчас- наблюдатели, поэтому эти моменты они тоже должны фиксировать и не нарушать. Мы когда комиссию сейчас образовывали, у нас 3 человека от примарии в комиссии, на каждом участке, и 2 человека запасные. Это получается у нас 36 человек основных. Значит, каждое формирование, которое есть у нас, ну, в основном, я не буду сейчас их называть, мы попросили кандидатов от них, те, которые были ранее, из разных формирований. И 3-го человека мы уже сами назначили от примарии. И у нас как бы на совете все утвердили, никаких вопросов не возникло, потому что мы отнеслись ко всем сторонам справедливо. И дальше еще раз предупреждаю каждого кандидата, который у нас есть, каждую партию, вы можете сегодня смело посещать и муниципальные предприятия, и в примарии, и где хотите, но все могут посещать. Не только избранные, и не только те, которые являются ближе к нам или дальше. Это не имеет никакого значения. Сегодня все руководители наших муниципальных учреждений, детских садов получили в устной форме, то есть разрешение пускать всех кандидатов на агитацию, и никаких проблем в этом нет, никаких ограничений. Неважно, какая партия, какого цвета флаг. Спасибо вам большое за дискуссию. Надеюсь, что мы смогли ответить на интересующие вопросы наших граждан. Напомню, что в эфире была передача «Дискуссия». Участвуй и выбирай. Это твое будущее. С ведущей Еленой Янак. До встречи в эфире.